Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Принять как есть, потом дополнить, посоветовали российские депутаты абхазским коллегам в вопросе соглашения о Пицунской госдаче. С таким предложением согласны не все. За последнее время в Абхазии увеличилось количество больных онкологией. Эдуард Будба провел совещание в Национальном онкологическом центре. С заботой об экологии инициативная группа экоактивистов Ацкера устанавливает в школах столицы урны для раздельного сбора пластика и бумаги. Принять как есть, потом дополнить, посоветовали российские депутаты абхазским коллегам в вопросе соглашения о Пицунской госдаче. С таким предложением согласны не все. 5 депутатов Народного собрания Алхаз Барциц, Леонид Лакербай, Атгур Харази, Канкварчи и Дауд Хутаба провели встречу с депутатами Госдумы. На ней также присутствовали представители МИД России, ФСБ и ФСО. Что думают абхазские парламентарии о предложении российских коллег и что намерены делать дальше, расскажет Надежда Боровикова. Делегация депутатов Народного собрания Абхазии во главе с председателем Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхазом Барциц на прошлой неделе побывала в Государственной Думе России с официальным визитом. Встреча, посвященная соглашению по Пицунской госдаче, прошла при участии вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, депутатов Утария Аршпа Константина Затулина, Андрея Картополова, а также представителей МИДа, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны России. Абхазские депутаты рассказали коллегам об опасениях, которые мешают им ратифицировать соглашение в предложенном виде. Я, в свою очередь, в своем выступлении озвучил тот факт, что в первую очередь у нас в обществе многое не понимается касаемо именно самой ратификации данного соглашения. Почему? Потому что есть ряд проблем, которые вообще были изначально допущены в данном соглашении. Речь идет непосредственно о координатах, которые ошибочно были указаны. Плюс они уже там выходили за пределы, то есть земельный участок один получалось, а по морским координатам они выходили за пределы своих границ. Вот. Также нами было озвучено, что есть тот пункт, который смущает, опять-таки, все наше население республики. При заключении соглашения с Федеральной службой охраны там отсутствует пункт, который не позволяет передавать данный объект третьим лицам. Российские коллеги предложили ратифицировать соглашение как есть, а спорные моменты обозначить в дополнительном постановлении. Алхаз Барциц огласил, как это отражено в протоколе встречи. Абхазской стороне также была предложено рассмотреть возможность ратификации подписанного соглашения в существующем виде с одновременным принятием постановления Народного собрания Республики Абхазия, в котором будет закреплена необходимость доработки соглашения в части корректировки координат передаваемой территории и добавления пункта о невозможности передачи ее третьим лицам. Присутствующие на совещании представители Федеральной службы охраны России и Министерства иностранных дел Российской Федерации подтвердили, что предложение абхазской стороны относительно упомянутых изменений, возражений не имеет российская сторона. И мы, понимая, что уже, если у нас есть такой вариант решения вопроса, мы сказали, что по приезду домой, в Республику Абхазия, мы подключим юристов, мы соберем необходимых специалистов для того, чтобы эту возможность рассмотреть. Возможно, это будет постановление, возможно, это будет некий протокол, либо оговорка, к ратификации есть, наверное, это юристы больше скажут, некие применимые и неприменимые, дополнительные документы, которые могли бы нам позволить все-таки в правильном виде подойти к решению этого вопроса. Депутат Канкварчи подчеркнул, что главная цель поездки была донести консолидированную позицию парламента по соглашению. Для меня важно было, что мы все вместе консолидированно донесли до руководства Госдумы общее мнение, сложившееся в парламенте. Она может быть потом в детали, может где-то разниться, но общее мнение было нами донесено. А что именно? Что в данном случае, в том виде, в котором сегодня нам предлагает Российская Федерация ратифицировать существующий договор, что он в принципе неприемлем. Потому что в том виде, в котором сегодня предлагается, оставим даже смысловое наполнение самого договора, те координаты, которые вбиты, вы все прекрасно знаете, но зная, что оно не соответствует самому договору,
и зная, что такие, значит, в этом договоре неточности, а это не просто неточности, это касается нашей территории, да, нашей страны непосредственно. Ну, некорректно вообще, я считаю, что в таком виде нам предлагать ратифицировать. Кан Кварча выразил недоумение по поводу того, что соглашение было подписано абхазской стороной, несмотря на очевидные нарушения. Леонид Лакербай на это ответил, что ошибка в координатах была далеко не очевидной. Конечно, они сказали, что, ну да, друзья наши, но вы подписывали, абхазская сторона подписывала. Почему тогда абхазская сторона в таком виде согласилась подписывать? Да, в этом есть смысл, в том, что они говорят. Конечно, удивительно, когда люди с нашей стороны, представляющие власть, такую вещь могут подписать. Но у нас есть известные люди, которые после каждой подписи, Абхазия непонятно, что потом имеет после этих подписей. Это известный человек, это Беслан Куправа, у нас до сих пор висит железнодорожный кредит. Но в данном случае Беслан Куправа тоже сам не подписывал. Наверняка кто-то ему это вещи, ну, или попросил, или там, я не знаю, на себя-то эту ответственность взял. Но как бы тебе ни предлагали, ну, здравомыслящий человек не может такие вещи подписывать, зная, что такие нарушения есть. Стрелочников назначать не надо. Беслан Куправа не подписывал документ, который он разрабатывал. Ему было поручено подписать этот документ. Могу сказать вам больше. Я, например, тоже не смотрел координаты и не думаю, что у кого-то из вас были те координаты, которые заложены были бы правильно. Там есть моменты. В целом, значит, все было сказано правильно по поездке и так далее. Один нюанс только, почему нам показалось важным, что в Думе. Потому что Дума – это та структура власти России, в которой мы всегда находили понимание. В самое тяжелое время, во время войны, когда санкции против нас готовили, нас никто не понимал так, как понимала тогда Верховный Совет, потом Дума Российской Федерации. И мы просто обратились к ним. Все мы понимаем, что попали в ситуацию, которая не позволяет ратифицировать данное соглашение. Если вы считаете, что есть какая-то возможность юридическая, вы нам подскажите, а мы будем над этим думать. Они нам подсказали, по их версии, ну, тут уже несколько иное мнение у нас, потому что я, например, выслушав то, что говорилось там, я хочу послушать наших юристов. У меня есть свое убеждение определенное, я хочу послушать наших юристов. Мы должны четко и ясно понимать, что это не первое и не последнее соглашение, которое мы будем ратифицировать. Депутат Дауд Хутаба рассказал, что абхазская сторона предложила свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Мы также сделали свое предложение, предложили вот эти изменения, которых мы добивались, допустим, да, чтобы те же самые подписанты дополнительный протокол уже сегодня подписали, и здесь уже потом мы вместе с ратификацией соглашения ратифицировали уже и изменения, для того, чтобы у нас были гарантии. Ну, я разговаривал отдельно еще с представителями и ФСО, и представителями МИДа. Ну, у них был немножко скепсис, но я уверен, они в любом случае передадут, наверное, своему начальству наши предложения, и посмотрим, будет ли какой-либо ответ. Депутат Алхас Барцец, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул, что российская сторона ошибку в координатах признает, но считает технической, случайной. Дауд Хутаба объяснил, в чем заключается ошибка. Там, получается, они как где-то приобрели, так и где-то потеряли по территории государственной дачи. Вот, но эта проблема затрагивает вот эти новые координаты, неверные координаты. Они затрагивают и там некоторую часть, небольшую часть курорта Пицунда. Да, также затрагивают, ну, что, например, очень важно, наверное, часть дороги из Пицунды в Лидзаву. То есть понятно, что в таком варианте это невозможно отдавать. Мы себе сроков не ставим, но консультации мы проводим и начали проводить их, собственно, вчера с первого рабочего дня. Да, с юристами мы вчера встречались, и с юристами из МИДа, и с юристами из администрации президента. Пытаемся понять, насколько это возможно, и насколько предложение с российской стороны вообще возможно применить в нашем случае. То есть у нас тоже мнение на этот счет разнятся. У кого-то оно уже сформировалось, мнение на этот счет, у кого-то еще не сформировалось, но я думаю, определимся, я думаю, в ближайшее время. Кан Кварча отметил, что предложенный российскими коллегами выход из ситуации вряд ли будет иметь реальную юридическую силу. Если есть желание у обоих сторон, до того, как
ратифицируется, если есть желание обеих сторон, всегда можно этот договор распаковать, внести туда изменения и согласовать все за и все против, прийти к общему мнению и подать дальше, как говорится, на ратификацию. Честно говоря, мы вот в этом вопросе, конечно, с ними разошлись. Извините меня, если я уже как есть принимаю, есть логика, значит, ты с ним согласился. Завтра какие изменения ты можешь вносить, если ты уже его принял? Постановление парламента, оно работает только для наших внутренних дел, для Абхазии. Как мы можем влиять на международные договора, которые она стоит выше, мы никак не можем влиять. То есть это нереальные эти вещи. Я это не понимаю, как это вообще возможно сделать. Депутат Кварча считает, что торопиться не нужно. С российской стороны прозвучали уверения в том, что на дружественные отношения России и Абхазии вопрос Пицунской госдачи повлиять не может. У них тоже время есть, у нас тоже время есть, нам спешить никуда. Мы, наверное, найдем все-таки, я надеюсь, что мы все-таки, и они нас должны понять. Слушайте, мы же никого не гоним с этой дачи. В конце концов, мы не отнимаем. Мы еще в 95-м году им отдали. Мы же не просим их уйти, то есть там проблем нету с этим. Значит, Сергей Иванович Неверов сказал такую вещь, когда я вот, значит, о том, что возможно, может не пройти в таком виде. Он сказал: Хан Валерьевич, конечно, вы можете его принять или не принять. Это был последние его слова. Конечно, осадок останется, он сказал. Но из-за этого мы отношения с Абхазией не будем портить. Из-за этого у нас, значит, все наши договоренности ранее достигнуты, как работали, так будут работать. Ну что нам делать? Значит, пойдем по-новому заново готовить документы. Честно говоря, меня это больше всего устраивает. Потому что если начнем заново, тогда мы более детально все эти вопросы изучим, чтобы устраивало обе стороны. Нельзя делать так, чтобы только нас это устраивало. Это должно быть и российскую сторону устраивать, и нас устраивать. Активисты из движения Харах Пицунда спросили, почему сомнения у депутатов вызвали только 2 пункта соглашения в части неверных координат и отсутствия запрета передачи третьим лицам. Молодых людей из общественного движения также беспокоит потенциальное нарушение прав жителей поселка Лдза в части наличия КПП, вырубка заповедника для строительства новых зданий на выделенной территории, пересечение сухопутных и морских границ Абхазии без ведома каких-либо абхазских госорганов. Также журналисты спросили, намерены ли депутаты парламента повторно обратиться в Конституционный суд для проверки соглашения на соответствие Конституции Абхазии. Хан Кварча отметил, что он подготовил соответствующее письмо, и если депутаты поддержат, оно может быть направлено в Конституционный суд. Но в любой момент мы можем вставить число, зарегистрировать. Более того, уже более 10 депутатов под это письмо уже подписались. Если завтра, может быть, если даже необходимость в этом будет, мы можем продолжить сбор подписей, 18 человек, и выносить на, значит, на сессию. Если до этого. Но я надеюсь, что до этого мы не доведем. Может быть, возможно, мы как бы все-таки по тому пути, который говорил Леонид Иванович, в принципе, мы пошли, давайте попробуем, если там что-то получится, если мы можем как-то тут привести к тем, значит, вопросам, которые мы старались. Или же я другой выход вижу. Значит, вынести на заседание парламента, не принять, и тем самым пойти по новому пути. То есть заново подготовить уже более детально все эти вопросы проработать. В завершении пресс-конференции депутаты рассказали об инциденте на границе, когда, несмотря на их статус, участников делегации не пропустили по упрощенной системе, а в общем порядке заставили проходить паспортный контроль и даже досматривали личные вещи. Мы готовим письмо. Я уже разговаривал с министром иностранных дел. Я думаю, он обязан ноту подготовить российской стороне и вручить. Этот факт нельзя оставлять без реакции, подчеркнул Хан Кварча. Надежда Боровикова, Сасарква-Муха, Абазатова. Министерство юстиции Абхазии разрабатывает пакет предложений по возможным поправкам к действующему закону о некоммерческих организациях, вытекающие из плана гармонизации российского и абхазского законодательства. В Общественной палате во вторник, 15 ноября, состоялось заседание на тему «Роль гражданских организаций в современной Абхазии». В заседании приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр юстиции Андрей Барциц и представители абхазских НПО. Стороны высказали свои точки зрения.
Есть несколько факторов, на которые Общественная палата считает нужным обратить внимание. Я начну чуть дальше, издалека. В начале этого года представители гражданского общества обратились, около 500 человек подписали документ, обратились в руководство республики с просьбой обратить внимание вот на существующие тенденции, на существующую информацию о планах правительства, о планах парламента, руководства страны в плане внесения изменений в законодательство в гражданской сфере с учетом подписанного протокола между Российской Федерацией и Республикой Абхазия гармонизации законодательства двух стран. В нашей современной Абхазии немаленькую роль сыграли. Это было и до войны, и во время войны. И сейчас это происходит. Но события, которые сейчас в мире разворачиваются, и когда наш стратегический союзник в такой конфронтации находится с западными странами, конечно, возникают эти вопросы о наших взаимоотношениях с западными партнерами. Но я, с другой стороны, тоже понимаю, что Россия тоже не рвет все каналы связи. Поэтому тут нужен какой-то особый подход. И мне кажется, что все-таки в проекте, который я видел во всяком случае, там были учтены такие возможности для продолжения этой работы. Ну, я в свое время, честно говоря, вот, когда увидел, что ситуация вот такая стала тупиковая, я взял этот законопроект, пришел в Центр гуманитарных программ и хотел как-то внести так свой вклад, чтобы компромисс какой-то найти. Вот здесь присутствуют люди, с которыми мы тогда разговаривали. Но мне сказали, что сейчас это не актуально. Вот я вам говорю откровенно, что я придерживаюсь позиции жесткого регулирования общественных отношений в этой сфере. Прошу не путать с жестоким регулированием. Безусловно, понятно, очевидно, что я далеко не истина в последней инстанции, и Министерство юстиции, которое я возглавляю, является этапом в подготовке итогового нормативно-правового акта. И, разумеется, наше процессуальное законодательство по подготовке законов, оно устроено таким образом, что что-то вроде фильтров, да, то есть собираются все мнения и на разных этапах вносятся соответствующие изменения. Каков будет этот закон в конечном его принятии парламентом, я точно, разумеется, сказать не могу. И совершенно не уверен в том, что мое личное представление в механизмах регулирования в конечном этапе будет реализовано. Возможно, что на выходе это будет более не столь жесткое, каким мы себе это представляем, регулирование, будет более консенсусное регулирование, возможно. Мы же не можем не видеть, и вы все здесь юристы находятся, не видеть логику развития этого закона в России. Если вы думаете, что потом не будут ожидать дальнейшей гармонизации, что сегодня в России произошло? Начали с НПО, потом журналисты все попали, потом вся оппозиция попала. Сегодня, независимо от того, получаешь ты или не получаешь финансирование, это уже не имеет значения. Если ты выразил какую-то точку зрения, которому какому-то заштатному мэру города или поселка не понравилось, он на тебя пожалуется, ты попадаешь в реестр людей, находящихся под иностранным влиянием. У меня даже сомнения, если сейчас пройдет вот этот закон, пройдут и все остальные поправки. Вот такие законы, которые направлены на клеймение людей, при пришивании к ним каких-то, не знаю, ярлыков, они же дальше, они разрушают то, на чем абхазское общество и стоит. Абхазское общество, оно основано на солидарности, понимаете? Это образ нашей жизни, это солидарность. Это, вот посмотрите, сельская жизнь, это солидарность, взаимопомощь. Но если мы людей по этому принципу разделим, потом завтра по другому принципу разделят, потом сначала пойдут неправительственные организации, потом пойдут независимые СМИ, потом буржуазные националисты пойдут, потом пойдут правые уклонисты, потом левые уклонисты, олигархи останутся. Понимаете? Но зачем? Да, зачем?
Зачем? Я думаю, что это вообще лишено перспективы, потому что это просто такой подход, он подрывает конкурентоспособность общества. Расширенную видеоверсию встречи смотрите в нашем эфире в среду 16 ноября. Премьер-министру Александру Анквабу представлен промежуточный отчет о ходе финансирования мероприятий в рамках поручений, данных президентом, и других ранее запланированных ремонтно-восстановительных работ на объектах социально-культурного назначения. Как сообщает сайт правительства, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба отчитался премьер-министру. По информации Делба, с начала 2022 года значительные бюджетные средства были выделены по линии здравоохранения и в социальной сфере. На оказание единовременной материальной помощи 1138 гражданам выдано 74,5 миллиона рублей. Обеспечено финансирование лечения 327 человек на сумму 86 миллионов 800 тысяч рублей. Минфин готов профинансировать более 9 миллионов рублей на ремонт кровли Дома культуры в селе Члоу, на ремонт мостов 8,5 миллионов рублей в селе Кацыкыт Гулрыбского района и 5 миллионов 800 тысяч рублей в селе Лабра Чемчерского района. В этом же году будет произведена оплата работ по расчистке и регуляции русел рек в селах Чгярда и Кутол в сумме 15 миллионов 600 тысяч рублей, а также в селе Ачандара на 5 миллионов 300 тысяч рублей. Министр подчеркнул, что отставаний финансирования нет, а все перечисленные мероприятия оплачиваются из средств республиканского бюджета. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром просвещения Налом Габле, сообщает сайт правительства. По словам министра, в рамках межведомственного взаимодействия в республику поступило порядка 40 тысяч новых учебников для старших классов. В настоящее время Минпрос распределяет их по школам. Совместно с Северокавказским федеральным университетом реализуется объемная программа по повышению уровня подготовки педагогов и работников госучреждений. В Сухуми прослушали курс лекций свыше 100 человек. На повышение квалификации в Ставрополь было направлено более 50 абхазских специалистов. В эти дни представители университета проводят курс лекций для работников госучреждений, который проводится в Ачамчире и Гудауте. Габле также рассказал о планах наращивания международного взаимодействия. По его словам, продолжится практика участия абхазских учеников в олимпиадах на базе учебного центра «Сириус» в Сочи и другие мероприятия. Александр Анкваб поручил министру представить доклад о реализованных проектах по итогам года. Внешняя политика. Южная Осетия будет участвовать в формирующемся механизме консультации Абхазии, России и Сирии, рассказал на пресс-конференции в «Спутник Осетии» глава МИД Ахсар Джоев. Он добавил, что по итогам встречи с Иналом Ардзенбо в Москве было принято решение о расширении трехстороннего формата до четырехстороннего. Механизм называлось до встречи, с нашей встречи в Москве, трехсторонний механизм политических консультаций. Стороны этого механизма — это Сирия, Россия и Абхазия. И после нашей встречи мы условили, что в этом механизме она будет уже четырехсторонняя, и там будет участвовать и Южная Осетия тоже. Будем смотреть, обсуждать, какую повестку мы будем затрагивать. Пока вот это первая наша встреча, где мы условились расширить этот трехсторонний механизм до четырехстороннего. В дальнейшем мы тоже будем, конечно, освещать свою работу и приглашать и средства массовой информации, и разговаривать, и доводить до вас то, о чем мы говорили. Абхазские специалисты принимают участие в круглом столе на тему истории российского Причерноморья, вовлечение новых субъектов Российской Федерации и дружественных стран в процесс развития единого исторического пространства, который проходит в Москве на базе Российского исторического общества. В работе круглого стола также принимают участие представители посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. За последнее время в Абхазии увеличилось количество больных онкологией. Специалисты связывают это с пандемией коронавирусной инфекции. Подобные тенденции наблюдаются во всем мире. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел рабочее совещание в Национальном онкологическом центре. На совещании с участием врачей из всех отделений обсудили работу медучреждения.
У нас за последнее время увеличилось количество больных, особенно в постковидный период у нас идет увеличение, так как по всему миру идет увеличение онкологических больных. Ежемесячно мы проводим около 300 курсов химиотерапии. И следует отметить, что поступление у нас именно химиопрепаратов идет бесперебойное, почти на 95% мы обеспечены химиотерапевтическими препаратами. И, насколько я знаю, в следующем году увеличено финансирование по линии Минздрава насчет таргетных препаратов, заложена немаленькая сумма. И, конечно, благодарность Фонду обязательного медицинского страхования, где идет бесперебойное финансирование у нас химиопрепаратами первой и второй линии. Что касается химиотерапевтического лечения, более ситуация выпрямилась у нас. Поток больных, который у нас увеличился, в основном идет за то, что у нас доступно химиотерапевтическое лечение больше, чем в Российской Федерации. Если посмотреть период времени от момента поступления больного до момента начала химиотерапевтического лечения, да, мы сравнивали с регионами Российской Федерации, у нас значительно быстрее это происходит. Больные полностью, обеспечиваются химиотерапевтическими препаратами. Что касается бесплатно, соответственно, мы даже, если так уже говорить, химиотерапевтическое лечение у нас идет в дневном стационаре, идет в госпитализации, когда идет в стационаре хирургическом. У нас общее одно отделение, где мы совмещаем и химиотерапевтическое лечение, и хирургическое лечение. Так вот, я хочу сказать, что по дневному стационару, даже когда больные проходят химиотерапевтическое лечение, мы запрещаем им с собой приносить сюда какие-либо дополнительные лекарственные сопроводительные препараты. Все это обеспечивается по линии Минздрава. Нарт Валерьевич обозначал проблему, которая у нас по фасаду была, она устранена уже. Есть ряд других сложных моментов, которыми мы занимаемся. И хотел бы обратную связь от вас, может, чем-то можем дополнительно посодействовать. Уже больше года, да, как здесь вот вы находитесь, какие изменения произошли. Это не только видно Министерству здравоохранения и обществу, это видно и понятно, и отношение людей к пациентам с тяжелой онкологией тоже видно. Сегодня мы стараемся, чтобы наши граждане, мы это видим по тем количеству людей, которые приходят, даже приезжают из Российской Федерации, наши соотечественники, которые раньше получали лечение за пределами Республики Абхазия, сегодня они получают на территории Республики Абхазия. Им, во-первых, это проще, им это удобнее, и одни и те же препараты, которые мы сегодня выдаем нашим пациентам, бесплатные здесь, на территории вашего учреждения, все это работает. Это люди видят, люди, если честно, видят те изменения, которые произошли. Давайте говорить открыто. Может, что-то я не так говорю, готов и от вас тоже услышать. Мы в этом направлении как помогали, так и будем содействовать. Еще хотел сказать, помимо того, что мы будем говорить о хирургической службе, такая же, вот Нарт Валерьевич сказал, и есть химиотерапия, химиотерапия это немаловажный элемент лечения. Мы с Нартом Валерьевичем уже проговорим о том, что вообще по-хорошему надо бы и лучевую диагностику делать на территории Республики Абхазия. Информация правоохранителей. Наркотическое средство в особо крупном размере, а также военные боеприпасы изъяли сотрудники УКОН МВД и СГБ Абхазии у жителя города Сухум в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Об этом и об итогах работы с правонарушениями на дорогах страны в материалах пресс-службы МВД Абхазии. В отношении жителя города Сухум возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьей 223, частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. При обследовании домовладения по улице Генерал-Адбар в городе Сухум, принадлежащего гражданину Козмава Тимуру Владимировичу 1965 года рождения, сотрудниками УКОН МВД совместно со службой государственной безопасности в подсобном помещении обнаружены различного вида боеприпасы, изъятие которых было произведено при участии специалиста СОБР МВД в соответствии с соблюдением техники безопасности.
В результате последующей экспертизы установлено, что обнаруженные у гражданина Козмава боеприпасы – это кумулятивные гранаты, ручные гранаты с запалами, реактивная противотанковая граната РПГ-26, 82-миллиметровая осколочная мина, а также взрыватели от противотанковых мин, блок стартового двигателя для выстрелов из гранатомета, головные взрыватели предохранительного типа мгновенного действия М6, патроны калибра 7,62 мм и оптический прицел технически исправны. Все боеприпасы относятся к категории военных и пригодны к применению. В ходе дальнейшего осмотра подсобного помещения по месту жительства гражданина Козмава среди бытового имущества в одном из ящиков сотрудники правоохранительных органов обнаружили вещество растительного происхождения. В одной из коробок содержалась серо-зеленая масса со специфическим запахом. Аналогичное вещество было расфасовано в 14 полиэтиленовых пакетов. Во второй коробке были обнаружены фольгированные свертки, фасовка в изоленте и полиэтилене, а также россыпи вещество такого же вида со специфическим запахом. При исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД установлена принадлежность изъятого у гражданина Козмава вещества к наркотическому средству каннабис, общая масса которого составила порядка 680 грамм. Судом города Сухум гражданину Козмава определена мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Последнему вменяется незаконное приобретение, хранение боеприпасов, а также наркотического вещества в особо крупном размере. Расследование проводит Следственное управление МВД Абхазии. Ранее был задержан также житель города Сухум 1976 года рождения Иванов Константин Эдуардович, у которого при личном досмотре изъяты пакеты с наркотическим веществом. Оперативную информацию реализовали сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ Республики Абхазия. На момент задержания мужчина следовал пассажиром на автомобиле, который был остановлен правоохранителями на пересечении улиц Арзенбе и Генерал-Атбар. Экспертами установлено, что изъятое у задержанного вещество является наркотическим средством каннабис общей массой 90 грамм. В отношении гражданина Иванова возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьей 223 Уголовного кодекса «Незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере». И избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. За прошедшую неделю в результате рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение дорожной безопасности, в целом выявлено 1978 нарушений правил дорожного движения, в том числе факты использования нестандартных и подложных номерных знаков. Составлено 193 протокола за нарушение норм тонирования автостекол. 153 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. На служебную стоянку поставлено 6 автомобилей. Ежесуточно в соответствии с планом мероприятий во всех районах республики несут службу сотрудники подразделений Министерства внутренних дел. В период выходных особо пристальное внимание уделяется маршрутам свадебных кортеджей. Многие водители это знают, но есть и такие, кто свой праздник превращает в общественное вредительство. За умышленное повреждение дорог и создание помех для дорожного движения к ответственности привлечены 3 водителей, которые во время следования свадебного кортежа в городе Новый Афон осуществляли общественно опасные маневры на своих автомобилях. В отношении Папаскири Алмаса, Корчава Ливана и Рати Аляса составлены протоколы об административном правонарушении. Автомобили поставлены на служебные стоянки ГОР-УВД. С детальной информацией об административных правонарушениях можно ознакомиться на официальном сайте МВД Абхазии. Союз журналистов Абхазии провел в столичном музее боевой славы круглый стол, посвященный жизни и творческой деятельности первого председателя ГТРК Шамиля Хусейновича Пилия, приуроченный к его 90-летию. Шамиль Пилия стоял у истоков формирования абхазского телевидения, долгие годы руководя гостелерадиокомпанией. В период Отечественной войны народа Абхазии, возглавляя абхазскую телерадиокомпанию, неоднократно выезжал в зону боевых действий, записывая материалы для репортажей непосредственно на линии противостояния. В рубрике «Амшахты» смотрите репортаж с круглого стола в Музее боевой славы, а также проект из архива Абаза ТВ, посвященный памяти Шамиля Пилия.
Ахшиё Цара – новый проект Абаза ТВ. Это телепрограмма из 10 интерактивных лекций на тему критического мышления и медиаграмотности. Экспертами выступают известные абхазские общественные деятели, историки, журналисты, писатели. Второй выпуск с Лианой Кварчели, кандидатом филологических наук, членом Совета директоров Центра гуманитарных программ. Он посвящен медиаграмотности, технологиям, позволяющим манипулировать общественным мнением. Ваша прошлая лекция была посвящена критическому мышлению. А сегодня я хочу с вами поговорить на тему «Информационная грамотность против манипулирования». Нужно уметь, это очень важно, разбираться в причинно-следственных связях. Потому что если вы не увидите причину проблемы, вы не сможете решить проблему. Вы все время будете вот какие-то такие косметический ремонт производить, а у вас будут протекать трубы, вода литься из крана, свет не будет включаться и так далее. Нужно ориентироваться в источниках. Для начала мы поговорим о том, что такое манипулирование, какими способами могут манипулировать те, кто создают ту или иную информацию, в чем разница между пропагандой и информацией, и как информационная грамотность может противостоять манипулированию, для того, чтобы вы, опять повторяю, не были объектом, а были субъектом. Получили информацию, вам нужно задать себе определенный набор вопросов. Ну, во-первых, кто является создателем этого контента? В чем может состоять интерес этого человека? Да? Какие цели может преследовать этот человек? Какие технологии используются? И мы сегодня более подробно именно о технологиях будем говорить. То есть какие технологии используются, чтобы привлечь внимание получателя информации. Очень важный вопрос. Какие посылы, ценности передает эта информация? К чему она нас приучает? Что она, какое отношение к очень важным вещам она транслирует и как бы навязывает обществу? Второй выпуск проекта смотрите в нашем эфире. Министр культуры Даур Ковы провел рабочее совещание, посвященное проведению восстановительных работ полиптиха Абраскилы, панно «История Абхазии. Его история», созданных художником Валерием Гамге. В рабочей встрече приняли участие советник президента Абхазии по вопросам науки и культуры Нукзар Логуа, глава администрации села Чло Аслан Сангуле, председатель Союза художников Виталий Дженя, художник-реставратор Леонид Еник, художник Геннадий Гамге. Участники встречи отметили важность восстановительных работ, наследие которых представляет огромную художественную, историческую и духовную ценность. В завершении участники договорились о проведении встречи в ближайшее время для определения первоначальных работ. Обменные культурные мероприятия России и Абхазии состоятся в Сухуме. 17 ноября в Абхазском государственном драматическом театре пройдет мастер-класс лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Маслеева. Известный пианист проведет его для учащихся музыкальных школ и студентов Сухумского государственного музыкального училища. 18 ноября в Абхазской государственной филармонии состоится сольный концерт Дмитрия Маслеева, в программе которого прозвучат сочинения Бетховена, Чайковского и Рахманинова. 19 ноября в филармонии концерт джаз-оркестра «Гороняна», который исполнит джазовые стандарты, а также популярные песни и шлягеры композиторов советской эпохи. Проект «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» направлен на укрепление и поддержание традиционно-дружественного сотрудничества в сфере культуры между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия. Организатор «Росконцерт». Выступление заслуженного артиста Абхазии, органиста Луки Гадели и солистки Абхазской госфилармонии Кристины Эшба состоится 24 ноября в рамках органного вечера в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии в программе «Вивальди», Бетховен, Россини, Бах, Гершвин.
Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» проводит книжную выставку «Москва литературная». В экспозиции будут представлены образцовые московские издания книг, художественная классика и современные произведения детской литературы, книги по различным направлениям: живопись, архитектура, здоровый образ жизни и многое другое. В рамках книжной выставки пройдут творческие встречи с российскими писателями. Репортаж о выставке смотрите в нашем эфире в среду, 16 ноября. С заботой об экологии инициативная группа экоактивистов «Ацкера» устанавливает урны для раздельного сбора пластика и бумаги во 2, 6 и 10 столичных школах. Урны принадлежат компании «Экоапсны». Они собирают вторсырье, сортируют его и вывозят из Абхазии. А «Ацкера» поддерживает активистов, проводя просветительскую работу. Марианна Котова расскажет подробности. У учеников 10-й Сухумской школы появилась возможность участия в экологическом проекте по раздельному сбору бумаги и пластика. Урны для этой цели установили в нескольких особенно проходимых местах школы. Они принадлежат компании «Экоапсны», которая собирает, сортирует и вывозит вторсырье из Абхазии. А просветительской работой занимается инициативная группа активистов «Ацкера». В Абхазии есть молодая компания, называется «Экоапсны». И на самом деле эти люди делают великое дело сейчас. Они вывозят вторсырье определенное, пластик, бумагу и картон, на перерабатывающий завод в Россию. И сейчас в Абхазии очень мало есть способов по правильной экологичной утилизации мусора. И вот это один из немногих способов, они его сейчас делают. И мы придумали этот проект, и нас поддержала ССП в прошлом году, за что мы им очень благодарны. И наша главная цель – сделать все, чтобы в обществе, чтобы наши люди поверили, что это вообще правильно, что это возможно. По мнению экоактивистов, школьники – это самая благодарная публика. Они не только с восторгом воспринимают инициативу по раздельному сбору бумаги и пластика и с удовольствием участвуют в этом, но и учат родителей осознанному и экологичному обращению с отходами. Нам важно их эмоциональное участие в этом. И надо сказать, когда мы устанавливали урны в других школах, дети с большим энтузиазмом это восприняли как какую-то игру, как какой-то квест. Они к нам подбегали, показывали бумажки, а правильно ли я это выкидываю, правильно ли я то выкидываю. Экоактивисты подробно рассказывают о том, что важно не просто раздельно выбрасывать бумагу и пластик, но делать это правильно. Испачканные чем-то жирным обертки или упаковка не годятся. Их переработать будет невозможно. Но они готовы к тому, что дети будут совершать ошибки. Сегодняшний сбор вторсырья – тренировка, часть обучения. Важно приучать детей с самого детства задумываться о том, куда идет все то, продукты жизнедеятельности, да, что происходит с мусором, если его не перерабатывать, и что происходит со всеми продуктами, да, или там, с бумагой, или с пластиком, если относиться к нему как к сырью и работать с ним дальше. Вот. Эта образовательная часть, она очень важна, потому что она уже должна отложиться на подкорке у ребенка и уже стать его нормой, стать привычкой. В настоящее время компания «Экоапсны» вывезла бумагу и пластик такого объема, что можно было бы возвести из них несколько многоэтажных домов. Эта информация тоже впечатляет школьников и вдохновляет принимать участие в сборе пластика и бумаги. Тем более, что и дома, и в самой школе их найдется в достаточном количестве. Взять хотя бы бутылки из-под воды, исписанные ручки или тетради. В рамках нашего мероприятия мы тоже погрузились в деятельность «Экоапсны» и обнаружили для себя удивительную статистику, что вот всего лишь за год деятельности такая маленькая компания без поддержки, по большому счету, государства вывезли сырья в размером с 9-этажку. Да? Это 14 тысяч кубических метров сырья. Вот. И представляя это в масштабе, это, конечно, очень впечатляет. И, конечно, мы надеемся на то, что такую компанию поддержала бы и государство, и народ, и их деятельность была бы как-то упрощена. Активисты взялись помогать «Экоапсны» еще и потому, что никто до них не занимался подобным. И сегодня вывоз вторсырья – единственная возможность для Абхазии справляться с объемами хотя бы таких отходов. У нас, к сожалению, такая парадоксальная ситуация сейчас в Абхазии. У нас недостаточное количество мусора, чтобы строить перерабатывающие предприятия полномасштабные, но достаточно мусора, чтобы загрязнить нашу страну. И поэтому способов по экологичной утилизации мусора сейчас очень мало. Мы их тоже в процессе нашего проекта изучаем, мы проводим научные исследования на эту тему. Но
самым главным, нам кажется, сейчас шагом это поддержать реальную инициативу. И вот реальная инициатива – это «Эко-Апсны». И мы всеми силами, всеми нашими мероприятиями просто хотим обратить внимание нашего общества, в первую очередь, тех людей, кто действительно могут помочь. То есть это бизнесмены, это владельцы небольших предприятий, крупных предприятий, это политики, которые могут эту кампанию поддержать. Одна пластиковая бутылка, пакет, сломанная ручка, тетрадь. В урне – это минус гора гниющего мусора на полигоне. Поучаствовать в процессе уменьшения отходов может каждый, даже самый маленький житель Абхазии. Как постигают они премудрости математики, грамматики родного языка, так и заботе о чистоте своей страны. Эти ребята учатся в школе. Марьяна Котова, Абаза ТВ. Спорт. Все на футбол. 16 ноября на стадионе «Динамо» в Сухуми состоится товарищеский матч между национальной сборной Абхазии и сборной Адыгеи. Игра начнется в 17:00. Федерация футбола Абхазии приглашает болельщиков посетить стадион и поддержать футболистов. 18 ноября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр в Сухуми стартует чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В турнире примут участие команды из Сухума, Ачимчиры, Гагры, Пицунда, Агудзеры, Ачендары и команда Агу. Главный судья республиканской категории Джумбер Салакая. 19 ноября на Абзыбском ипподроме состоится чемпионат Республики Абхазия по конному спорту. В программе дня запланированы скачки на 1400, 1600 и 2000 метров на призы мастеров спорта СССР Отара Чанба, Аксентия Тарба, Алексея Лакраба и мастера спорта международного класса Харлама Симония. Помимо скачек, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях. Начало соревнований в 11:00. Организаторы – Госкомитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта, Федерация конного спорта Абхазии. Прогнозы гидрометео. Ждать ли похолодание во второй половине ноября? Как рассказала «Спутник», специалист Госкомитета по экологии Диана Трап, с 19 ноября температура воздуха значительно понизится. Ожидаются интенсивные продолжительные дожди с грозами, местами возможен град. В предгорьях и горных районах выпадет снег. Температура воздуха опустится до плюс 50 днем, ночью до плюс 3. И в завершении выпуска о погоде 16 ноября. В среду в республике ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 12-17. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.